Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайф», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. Всемирная организация здравоохранения опубликовала статистику, согласно которой почти 300 миллионов жителей планеты страдают нарушениями зрения. Самой распространенной причиной заболеваний, 43%, являются нескорректированными аномалии рефракции, а также близорукость. В докладе отмечается, что и 80% всех проблем с глазами можно было предотвратить или даже вылечить. Для этого нужно лишь регулярно посещать офтальмолога и не забывать про меры профилактики. По некоторым прогнозам, к 2050 году около половины населения Земли будет близоруким, а порядка 1 миллиарда человек будут, к сожалению, слепы. О том, как избежать такого мрачного будущего, а также как сохранить и, главное, восстановить зрение, мы поговорим сегодня с моей гостьей, моим заместителем по основной работе, заместителем главного врача по лечебной работе Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, кандидатом медицинских наук Надеждой Егоровной Литвинцевой. Добрый вечер, Надежда Егоровна. Добрый вечер. Вы сами-то согласны с такими мрачными прогнозами? И считаете, у нас ждет светлое будущее с хорошим зрением? Я считаю, что будет светлое будущее. Да? Ну, конечно, смотря вот урбанизацию и так далее, да, что дети сидят за гаджетами с малолетства уже, да, миопизация, конечно, идет очень сильно. Ну и плюс продолжительность жизни людей растет, то есть они дольше живут, соответственно, возрастные изменения достигают их, и они попадают к нам уже с возрастными изменениями глаза, которые мы тоже лечим. Ну, по статистике Минздрава уже нашего российского, более 20 миллионов россиян имеют ту или иную патологию зрения, и она за последние 15 лет изменилась. Стало таких людей больше. Все-таки какое основное влияние, на ваш взгляд, оказывает на эту статистику? Все-таки лучшая диагностика, вот те же самые телефоны, гаджеты или какая-то другая причина? Ну, вообще на ухудшение зрения, конечно, играет очень много факторов, да. Вот. То есть и наследственные заболевания, заболевания, которые передаются по наследству, есть приобретенные, и вот те же гаджеты играют роль. Нарушение питания, то есть сейчас здоровый образ жизни был не в тренде, он в последнее время стал в тренде. Вот. Очень много ожирения, очень много нарушений обменного процесса. Это все тоже сказывается на органе зрения. И заболевания сердечно-сосудистой системы тоже играют роль. Вот. Ну вот я потому что сам читал очень много интересных материалов, которые говорят, телефон на самом деле вообще никак не влияет, пользуйтесь на здоровье. А другие, наоборот, говорят о том, что все-таки телефоны есть причина основная, особенно среди молодежи. А в чем тогда, на ваш взгляд, причина в плане того, что вот телефон держим вот так? Да? Ну, и к чему это приводит? Вообще орган зрения, он природой создан так для того, чтобы смотреть вдаль. То есть, если взять дикую природу, все животные смотрят далеко. Да? Они, значит, охотники выискивают свою дичь, смотрят вдаль, а дичь, за которой охотятся, они смотрят, чтобы вовремя заметить охотника. То есть они смотрят вдаль, они сидят в клетушках в природе. Вот. И когда мы смотрим очень близко, внутри глаза напрягается очень сильно аккомодационная мышца. Есть такая мышца внутри глаза. Вот. Это приводит к ее спазму, когда она длительно сокращается, и развивается близорукость. То есть это одна из причин близорукости. Вот. Другая причина – это увеличение количества заболеваний соединительной ткани, тоже может играть роль. Да? То есть склера – это та же соединительная ткань, которая при некоторых заболеваниях, например, ревматоидных, каких-то таких состояниях, да, она растягивается. Она более становится эластичной, податливой, растягивается, глаз увеличивается, и, соответственно, близорукость увеличивается у человека. Ну тогда как же работать за компьютером? Ну, за компьютером нужно работать. Ну, куда деваться? Компьютер как бы сейчас вошел плотно в нашу жизнь. Вот, без него уже немыслима наша жизнь, но нужно пользоваться всем с умом. То есть нужно делать перерывы во время работы. То есть длительная работа за компьютером на близком расстоянии, она тоже приводит к спазму, поэтому нужно делать перерывы хотя бы на 10-15 минут. Ну, кто как рекомендует, кто через полчаса рекомендует, кто рекомендует каждый час, да, выбрать время и посмотреть вдаль в окно. То есть, когда глазки смотрят вдаль, они расслабляются, внутренняя мышца расслабляется, глазки отдыхают. Если нет возможности, ну, мало ли, вот тут в студии нет окна,
посмотреть в окно нет возможности, хотя бы просто закрыть глазки и посидеть в темноте. Тоже мышца при этом расслабляется. Вот. И тогда возможно сохранить зрение. Раньше взрослые говорили: не читай в темноте, глаза испортишь. Насколько чтение книг в целом может негативно повлиять на зрение, и какие советы можно дать родителям школьников, которым только предстоит научиться читать? Ну вот почему мы замечаем, значит, у ребенка в начале при рождении пульсовые зрения, да, то есть он очень слабое зрение, и формируется нормальное зрение только к 7 годам. То есть глаз растет к 7 годам, у него становится единица зрения. Но глаз продолжает расти. Вот. И когда в это время идут сильные зрительные нагрузки, ребенок смотрит, как мы говорит, пишет носом, да, то есть сильно наклонив голову к тетрадке, к учебнику, к книжке, у него напрягаются мышцы глаза, вот, и развиваются предпосылки к развитию близорукости. Глаз начинает растягиваться. Поэтому в начальных классах обязательно нужно наблюдаться у офтальмолога. Первоклассников это входит обязательно, да, в исследование. И желательно, конечно, раз в год показывать и вовремя, значит, подключить офтальмолога к лечению этого заболевания. Вовремя выявить и лечить. Вот когда вы беседуете с пациентами, вы определяете наследственный фактор? Допустим, вот родители носили очки. Да, обязательно. И насколько она влияет, наследственность? Вот, то есть мы можем говорить от предрасположенности. Угу. То есть если, допустим, один родитель имеет близорукость, то риски о том, что у ребенка разовьется близорукость, примерно 25%. Если оба родителя, то это где-то 50%. Да? То есть это не говорит, что однозначно разовьется близорукость. Нет, это говорит о предрасположенности. Ну вот насколько серьезно на глаза и зрение влияет стресс? Аж злости в глазах потемнел. Ну, стресс... При стрессе что происходит? При стрессе вырабатываются гормоны стресса, адреналин. Вот. При этом у человека поднимается давление, сужаются сосуды, расширяются зрачки. То есть и появляется как бы туннельное зрение. То есть периферическое зрение уменьшается, увеличится. То есть это запланировано природой для того, чтобы во время стрессовой ситуации могли быстро заметить опасность. Но это кратковременно, это нормально, и оно должно проходить. Но когда хронический стресс, сосуды спазмированы, мышцы спазмированы, это тоже может привести к нарушению в органе зрения. Наверное, самый популярный вопрос, который задают вам и мне. Черника форте. Помогает ли она для зрения? Или вообще какие продукты питания лучше всего употреблять? Вообще, черника форте, как сказать, чтобы она помогала, нужно ее есть килограммами. Потому что там дозировка вот этих витаминов, лютеина, зеаксантина, которую они рекламируют, да, в таблетках, да, это вытяжка, концентрация высокая, а в самой чернике там минимально же, то есть это нужно, не знаю, 3 килограмма, 5 килограмм съесть, да, в день для того, чтобы получить эту дозу. Поэтому, она сама по себе полезна, в каком смысле. Это и клетчатка, это и витамины, включать ее в рацион очень хорошо, вот. Если она особенно собрана в экологически чистом районе. Вот. А так вот, чтобы от нее именно поправилось зрение, нет, конечно, к сожалению. Вот. А здоровое питание в целом, включение в рацион клетчатки, вот эти вот зелень, зелень, да, потом оранжевые овощи, фрукты. Вот это все, они содержат каротин, витамин А, витамин В, которые очень хорошо влияют на сетчатку, на зрительный нерв, вот, на сосуды и, соответственно, на орган зрения. Зрение, физическая активность. Вот как раз в начале беседы мы немного затронули этот вопрос, что раньше люди не так сильно внимание обращали на здоровый образ жизни, сейчас активно бегают и так далее. Вот насколько физическая активность прямо связана с заболеванием зрительного аппарата? Ну, смотрите, во время физической активности у вас ускоряется обмен веществ. Вот, расширяются сосуды, вы краснеете, да? Вот, улучшается кровоснабжение всех органов, в том числе и органа зрения. Вот, я думаю, таким образом это связано. Ну и,
как сказать, непосредственно, которая вот для глаз, да, гимнастика есть, но ее рекомендуют уже больным. Ну, не больным, и здоровым можно делать для укрепления мышц глаза. Потому что мы вот, к сожалению, смотрим целый день в компьютер, смотрим в телевизор. У нас зрение все время закрыто в 4 стенах. Мы редко бываем, ну, мало бывает сейчас современный человек на свежем воздухе. Вот. Ну и, соответственно, мышцы у него глаза, ну, как бы несколько атрофированы, да, мало двигаются. Если в природе животное, оно бесконечно рыщет по всем кустам, с этим всяким предметом, высматривает добычу и так далее, у него мышцы постоянно двигаются и тренируются. А у современного человека этого нету. Вот. И поэтому они, конечно, атрофируются, становятся дряблыми, слабенькими. Ну, это тоже вызывает некоторые заболевания глаз. Мгм. А вот есть какой-то спорт для самих глаз? Ну вот, это гимнастика для глаз, она Вот какие-то упражнения, возможно. давно известны. Эти упражнения, они в интернете везде есть, очень доступны. Это банальные круговые движения глаз. То есть они разделяются на гимнастику для наружных мышц глаза, двигательных мышц, да. То есть это круговые движения глаза, допустим, 5 раз в одну сторону, 5 раз в другую сторону покрутить. Вот. Зажмуривание глаза. При этом работает круговая мышца глаза. Направо, налево. То есть посмотреть 3-5 раз. Наверх, вниз. Вот. И также на внутреннюю мышцу глаза, так называемую аккомодационную мышцу, это можно смотреть на нос и вдаль, либо, значит, метка на стекле называется, да, встаем на расстоянии 40 примерно сантиметров от стекла, ставим на ней метку, смотрим на эту метку на стекле, потом вдаль, как можно вдаль, дальше. При этом при переводе взгляда вдаль и вблизь работает вот эта именно мышца, которая находится внутри глаза. Она тренируется. Особенно это полезно для школьников, у которых эта мышца спазмируется. Вот как раз о школьниках. Некоторые взрослые считают, что не надо надевать очки детям, отговаривают их от этого. Насколько они вредят тем самым своим детям? Особенно тем детям, которые очки прописаны. Ну, вы понимаете, да, очки для чего назначаются? Значит, у него нарушена рефракция. Изображение не попадает на центральную ямку, так называемую, на сетчатку, которая туда должно падать фокус изображения, который передается дальше на головной мозг. Туда попадает размытое изображение. Поэтому этот ребенок видит все размыто. Ну и, соответственно, меньше стимулируется головной мозг, не формируется нормального изображения. Поэтому особенно маленьким детям рекомендуем все-таки, если есть аномалия рефракции, нужно одевать очки, чтобы сетчатка стимулировалась, правильно развивалась, ну и, соответственно, головной мозг развивался нормально. Вот. Поэтому очки нужны, они предотвращают другие проблемы с глазами. Угу. И не надо тут ничего бояться, естественно. Да, конечно. То есть очки, по сути, исправляют ту аномалию рефракции, которая в человеке, в глазу этом есть. Угу. Вот теперь про линзы. Вот со скольки лет можно применять контактные линзы? Ну, контактные линзы, все зависит от человека и от родителей, и от ребенка. Да? Чем опасны контактные линзы? Чего мы очень боимся? Это занос инфекции. Вот, во-первых. Во-вторых, значит, все-таки линзы, они перекрывают доступ кислорода. У нас роговица, это наружная оболочка, которая в норме прозрачная, как стеклышко должно быть, она не имеет сосудов. И она питается за счет слезы. Вот, все питание получается за счет слезы. Контактная линза, она перекрывает этот доступ. И когда человек носит эту долго линзу, не снимая ее, либо спит в ней, да, то развивается как бы гипоксия, ну, то есть нарушение питания роговицы. Это может привести к заболеваниям роговицы и вследствие снижения зрения. Поэтому всегда, прежде чем доктор назначит контактные линзы, он разговаривает с мамой ребенка. Если мама адекватная, которая будет хорошо следить за ребенком, вот, ей объясняется, что нужно соблюдать гигиену, вот, менять эти линзы, снимать их вовремя. Вот, то даже в раннем возрасте надевали, то есть были такие исследования,
дети с врожденной амблиопией, да, то есть у них уже с рождения идут нарушения рефракции. И для того, чтобы формировалось нормальное зрение, им с рождения даже, с маленьких месячных детей одевали линзы мамочки. Вот. Все возможно, но с умом, как говорится. Лето уже вступило в свои права, и мы с вами обязательно должны поговорить про выбор солнцезащитных очков. Как их правильно выбирать и почему нельзя покупать очки на рынке или в неспециализированных магазинах? Ну, очки — это что? Смотря с какой целью вы их одеваете, да? Что очки делают? Ну, во-первых, солнцезащитные очки, они перекрывают доступ света и ультрафиолетового излучения. Если это качественные очки, которые имеют УФ-спектр, так называемый, блокируют. Вообще есть вредные ультрафиолетовые излучения, которые очень пагубно действуют на сетчатку, да? Вот, вредят сетчатке. И поэтому природой создано так, что при ярком свете солнечном зрачок сужается, наш зрачок. Вот, то есть это радужка, у кого-то голубая, у кого-то коричневая в центре, черная это зрачок. Дырочка. Дырочка, да. Вот, по сути, это дырочка. Вот, она, значит, расширяется и сужается. Когда яркий свет, она сужается и прекращает доступ, уменьшает доступ ультрафиолетовых лучей на сетчатку попадания. Вот. Темные очки, если одеть темные очки без ультрафиолетового фильтра, значит, зрачки расширятся, в темноте же они расширяются, вот, а ультрафиолет вредный будет попадать на сетчатку и приводить к поражению сетчатки. Вот. Поэтому нужно обязательно, значит, подбирать очки с учетом ультрафиолетового блока, во-первых. Во-вторых, ну, не рекомендую я носить очень темные очки, потому что мы выключаем природный механизм. Особенно я вот смотрю, в городе ходят маленькие дети в этих китайских темных очках. Вот. Родители не понимают, что они вредят своим детям-то уже на начальном этапе. Вот. Поэтому темные очки либо одевать нужно качественные, с хорошими стеклами, либо вообще не носить. Ну, вот теперь, наверное, к нашим самым распространенным заболеваниям, которыми к нам обращаются пациенты в больницу: катаракта и глаукома. Давайте сегодня попробуем простыми словами объяснить, что есть что, могут ли они быть вместе, влияют ли они друг на друга, два отдельных ли это заболевания. Начнем с катаракты. Что такое катаракта? Так, ну катаракта — это помутнение хрусталика. Вот, то есть внутри глаза у нас есть линза, она в идеале прозрачная. С возрастом, к сожалению, она нарушается ее питание, вот, она начинает потихонечку мутнеть. Вот, она перестает быть эластичной и начинает мутнеть. То есть мы видим уже вот вместо черного по центру, да, в зрачке становится серое или белое. Вот это вот начинается, то есть идет катаракта уже диагноз катаракту ставится при этом. Вот. Но такое состояние бывает не только приобретенное возрастное, но и врожденное, к сожалению. При нарушении внутриутробного развития ребенка может быть врожденная катаракта, поэтому новорожденных детей в месячном возрасте обязательно осматривает офтальмолог для выявления патологии новорожденных. И если есть такая катаракта, то ее нужно как можно более ранние сроки оперировать для того, чтобы ребенок нормально развивался, так как у него из-за мутного хрусталика не стимулируется сетчатка и зрительный нерв. Вот. У взрослого человека, как правило, чем старше, тем больше риск развития помутнения хрусталика. Ну, как правило, это начинается после 40 лет, есть у людей развивается, да, и к 70 годам там процент уже намного выше развития катаракты. Катаракта лечится только хирургически, консервативного лечения нету. То есть это хрусталик с помощью, значит, делается хирургией маленький разрез в глазу и удаляется через разрез 2 мм, удаляется ультразвуком этот мутный хрусталик и ставится искусственный хрусталик. И, соответственно, человек видит. Вот, у него появляется зрение, и все становится нормальным, да? Вот. В отношении глаукомы. Глаукома — это полиэтиологическое заболевание. Вот. То есть много причин, которые может вызвать глаукому.
Бывает врожденная глаукома у детей. Бывает, что мы ставим врожденную или винильную глаукому молодым людям, то есть и даже взрослым. Иногда говорим, что у него врожденная предрасположенность к глаукоме — это как бы толстая радужка, которая находится несколько впереди. И она нарушает, ухудшает отток жидкости. Просто жидкость плохо оттекает из глаза. Вот, в результате повышается внутриглазное давление, и внутриглазное давление, значит, задавливает зрительный нерв, и он погибает, начинает гибнуть. Вот. Также может влиять на развитие глаукомы общие заболевания, такие как сахарный диабет, сосудистая патология, потому что сосуды склерозируются, хуже оттекает жидкость из глаза, и тоже это может влиять на развитие глаукомы. При глаукоме очень важно вовремя выявить его, потому что на начальных этапах, то есть чем плоха глаукома, да, это, во-первых, хроническое заболевание. Если это заболевание поставили, уже этот диагноз не снимается. То есть это хроническое заболевание, которое уже больного сопровождает в течение всей жизни. Вот. Он должен постоянно наблюдаться. И чем хорошо раннее выявление. То есть все лечение направлено на то, чтобы остановить этот процесс. Если вовремя выявили на начальной стадии, то у доктора больше шансов сохранить это зрение, потому что он вначале лечит это консервативно капельками. И если на капельках давление будет стабильным держаться и зрение будет постоянно держаться нормальным, то это замечательно, это хороший результат. Если на капельках давление не компенсируется и зрение продолжает ухудшаться, тогда, значит, доктор применяет уже хирургическое лечение, создает искусственный отток жидкости. И очень многие больные ошибочно думают, что раз сделали операцию, значит, все, глаукомы нету. К сожалению, нет, глаукома остается. Это просто оперативно создается дырочка для снижения, для оттока жидкости. Но я же говорила, что это полиэтиологическое заболевание. То есть одна из причин — это повышение внутриглазного давления, другая из причин — нарушение метаболизма, обменных процессов внутри глаза, которые тоже могут приводить к атрофии зрительного нерва. Вот. Поэтому не на все механизмы, к сожалению, мы можем действовать, во-первых. Во-вторых, эта дырочка, она маленькая, микроскопическая и может зарастать. У кого-то она может зарасти через год, к сожалению, у человека с повышенным рубцованием. У некоторых она может функционировать 10 лет, и глаз 10 лет себя как бы стабильно держит. Да? То есть тут предсказать очень сложно, поэтому таким больным мы говорим всегда, что нужно постоянно наблюдаться у офтальмолога. Как часто — это уже смотрит сам офтальмолог, врач определяет. Если он видит, что у больного давление нестабильно, зрительные функции нестабильны, тогда он назначает частые, подбирает капельки, часто приглашает на прием. А если видит, что все стабильно, все хорошо, на капельках хорошие результаты, то он может пореже, раз в полгода приглашать этого больного. Вот. Но не реже. Вот. Так вот. Но еще существует, делятся глаукомы еще как закрытоугольная и открытоугольная. Закрытоугольная глаукома — это чаще врожденное состояние, анатомическая особенность глаза. Она может лечиться лазерным. То есть мы говорим о том, что делаем профилактическую редектомию. То есть у человека нет еще жалоб, у него еще не развились глаукомные изменения, но доктор у него вовремя увидел, что у него есть предрасположенность к закрытию угла, то есть ухудшится отток жидкости. Вот. И он может предложить ему сделать профилактическую редектомию, лазерную операцию. Там лазером пробивается дырочка в радужке, и за счет этого снимается блок, врожденный блок, вот, анатомический, и у человека может вообще не развиться глаукома. То есть он уже живет себе спокойно и не развивается. Риски, что разовьется глаукома, ниже. Вот. А открытоугольная глаукома — это которая я рассказывала до этого. Это более такая, как сказать, хроническое и длительно текущее заболевание, которое требует комплексного лечения.
Ну, я просто хочу совсем уж резюмировать и коротко сказать. Если у вас катаракта, делается операция, хрусталик удаляется, вы начинаете видеть. Да. Если у вас кроме катаракты есть еще и глаукома, то тогда катаракту убираешь, но видеть вы лучше чуть-чуть станете, но не факт. Потому что глаукома, если особенно там 3-я, 4-я стадия, она забирает зрение безвозвратно. Это 2 разных заболевания. И также катаракту некоторым делают, не все сразу прозревают, потому что есть другие патологии, например, патология сетчатки. Да. Если у человека есть эта патология, то операция по катаракте ему, ну, может быть, добавит света немножко, может быть, где-то зрение периферийное, может быть, улучшится, но не более того. Поэтому все индивидуально, и решение о том, какое заболевание, каким образом действовать в той или иной ситуации, принимает только врач-офтальмолог. И с глаукомой необходимо обращаться к офтальмологу по месту жительства. Если он посчитает нужным, он направит уже в нашу больницу для того, чтобы провести оперативное вмешательство. Да. Я правильно резюмирую? Правильно. Абсолютно правильно. Спасибо. Вот теперь по поводу коррекции зрения, кому она показана и какие методы есть. Ой, ну, коррекция зрения есть разные. Есть очковая коррекция зрения, есть линзами контактными, есть рефракционная коррекция зрения, то есть с помощью операционного лазера делается, да? Вот. То есть разные методы коррекции зрения есть. Ну, давайте про лазерную коррекцию поговорим немножко. Вот у нас в больнице какие есть методы. Конечно, я могу сам рассказать, но доверюсь вам. Да. Вот. Ну, лазерная коррекция зрения есть, значит, лейсик методом, да, то есть есть фемтосекундным лазером и новая методика смайл, да, то есть если 4 вообще метода, да, есть, когда просто убирается поверхностный эндотелий и испаряется роговица, и потом эндотелий сам нарастает и закрывает эту роговицу, заживает она, но при этом, значит, у человека чувствуется очень сильный дискомфорт и боль в течение первых 3 дней. Этого люди не любят обычно. Вот, не хотят этого, во-первых. Во-вторых, там очень ограничено по диоптрийности. Не любую близорукость можно взять на эту операцию. Другой метод — это, значит, когда режут вручную, отрезают крышечку на роговице и откидывают ее, и испаряют лазером, изменяют кривизну роговицы. То есть, по сути, рефракционные операции, они не лечат заболевание. Близорукость как была, она так и остается. То есть глаз растянутый как был, так и остается. Изменения на сетчатке как есть, так и остаются. Это чисто такое, то есть снять очки. Операция для того, чтобы снять очки. Вот. И изменили кривизну хрусталика. Лазером изменили кривизну хрусталика, закрыли обратно лоскутом, и человек видит. Но заболевание сзади осталось, внутри глаза. Вот. Также, значит, еще есть метод, когда лазер уже как бы выкраивает поверхностный лоскут роговицы, испаряет средние слои, и изменяется кривизна роговицы. Человек снимает очки. Но сейчас вот получили новый лазер, благодаря Ивану Петровичу. Спасибо. Ага, вот, который, значит, методика называется смайл, при этом сохраняется поверхностный лоскут и вырезается так называемая лентикула в строме роговицы. Из внутренних слоев, из строма роговицы, то есть из толщи роговицы, убирается кусочек этой роговицы, как бы выкраивается лазером. И, соответственно, тоже изменяется кривизна роговицы, и человек хорошо видит. Не знаю, правильно, понятно я объяснила. Вот это методика смайл. Да, это методика смайл, более современная, одна из последних методик новейших. При этом у человека нет дискомфорта, и он уже сразу после операции уже лучше видит. Ну вот по поводу возрастной пресбиопии, да, это вот частое тоже состояние. Нужно ли переживать человеку, когда он начинает надевать очки для того, чтобы читать? Ну, это, к сожалению, физиология. То есть все мы, и офтальмологи тоже, после 40 лет одеваем очки для чтения. То есть кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. Вот. Но это связано с тем, что с возрастом хрусталик
становится более твердым, он не эластичный, меньше меняет свою кривизну, и, соответственно, мы же благодаря хрусталику видим и вдали, и вблизь. Он меняет свою кривизну, и мы смотрим вдали и вблизь. А со возрастом он становится более жестким, и мы, соответственно, смотрим вдаль, но не видим близко. Не можем увидеть мелкий шрифт, вот, и, соответственно, для этого мы одеваем очки, чтобы подчитать что-то мелкое, увидеть. Вот. Это нормальный процесс физиологический. У кого-то он наступает попозже, а у кого-то пораньше. К сожалению, так. Вот сейчас я с вами даже, Егор, веду беседу, так глазами вожу, и у меня что-то там плавает. Вот. Чаще всего с этим люди тоже обращаются. Вот что это у меня там плавает такое? Ну, Туда-сюда. когда плавают тоненькие прозрачные ниточки, это не страшно. Это у многих плавает, особенно близорукие это видят, да, вот, в стекловидном теле. Это не страшно. Это деструкция стекловидного тела нитчатая, она у многих есть. Но если плавают темные, черные пятна, это, скорее всего, говорит, если они плавают, да, то это, скорее всего, говорит о том, что кровь подлила, возможно, да. Нужно обратиться к врачу и выяснять причину, почему появилось это черное плавающее пятнышко. Бывает, что появилось пятнышко фиксированное, то есть оно не плавает, оно стоит в одном месте. Вот. Это уже хуже. То есть это говорит о том, что на сетчатке что-то происходит. И если вы заметили такое пятно, тоже надо вовремя обратиться к врачу и искать причину. Бывает так, что у человек читает, вроде нормально, все, хорошее зрение, а потом он заметил, что какие-то буквы стали кривые. Вот, искажение линий, предметов. Вот. Это тоже говорит о патологии сетчатки, и чем раньше начать ее лечение, выявить и лечить, тем лучше результат. Вот. Поэтому нужно быть внимательным к себе и не тянуть. К сожалению, у нас люди, особенно кто далеко живет, в районах, они сначала заметят вот эти вот пятнышки, вот эти вот изменения, искривления, думают, что пройдет, и сидят, ждут. Потом, когда к нам обращаются, там уже необратимые изменения, и мы уже не можем помочь. К сожалению, такое тоже бывает. Поэтому, пожалуйста, если что-то заметили вовремя, обращайтесь сразу к врачу, и уже легче будет лечить. Ну, вот по поводу нашего опыта мобильных офтальмохирургических бригад, которых у нас сейчас 2, вот вы как заместитель по лечебной работе, насколько считаете данный способ эффективен и какие результаты он приносит? Но здесь, значит, что? Здесь, прежде всего, это мобильные бригады созданы для того, чтобы повысить доступность этой помощи людям, которые находятся. То есть сейчас очень сложно людям и дорого приезжать в Якутск, и здесь у нас очереди существуют. Вот. А человек, который находится дома, ему проще там пройти обследование, проще получить это лечение, операцию. И как бы мы эти операции уже делаем амбулаторно, он находится дома, в своих стенах родных. Как говорится, дома и стены помогают. И ему как бы комфортно, удобно, нет стресса этого. Вот. И для этого и были созданы бригады, для того, чтобы удобство было для больных и приближение к его месту жительства. Вот насколько сейчас улучшилась работа этих бригад, потому что надо отметить, что подобный опыт работы в офтальмологической больнице насчитывается с 2002 года, уже почти более 20 лет. Вот что изменилось, какие подходы? Ну, во-первых, значит, уровень оснащения, уровень как бы квалификации врачей намного вырос. Вот, то есть у нас разрезы становятся все меньше, менее инвазивны. То есть если раньше у нас больные после экстракции катаракты лежали 5 дней в отделении, обязательно лечились, мы им ставили уколы, то сейчас, значит, это делается амбулаторно, и никаких, то есть после операции они уже уколов не получают, на капельках наблюдаются, и хороший результат. Ну и это вот достигнуто благодаря квалификации врачей, хорошему оборудованию. Ну и, значит, что еще? Ну, центральные районные больницы сейчас подходят
ответственно к этому вопросу. Да, конечно. Они сейчас уже, если раньше они не знали, как готовить, кого готовить, да сейчас уже это наработано, сейчас проблем уже не возникает. С подготовкой больных они уже знают, каких больных подготовить, вот, и как подготовить этих больных. Вот. И когда мы раньше выезжали, очень много приходилось больных отсеивать, так называемым, да, не допускать к операции. То сейчас этот процент все меньше и меньше. И мы уже всех допускаем и оперируем, и хорошие результаты получаем. Я хочу напомнить, что офтальмологическая больница республиканская, она в первую очередь заточена под хирургическое лечение патологии оголенного зрения, а уже первичную диагностику осуществляют офтальмологи по месту жительства. Вот поэтому нужно и направление в нашу больницу, и предварительный диагноз, чтобы уже понять, куда пациента направлять дальше. То есть подбор очков, это все в поликлиниках по месту жительства или в оптиках. Сейчас очень много оптик, которые бесплатно это все делают, подбирают, дают какие-то советы. Это вообще делают средний медперсонал, оптометристы. Да. Ну а задача как раз больницы основной, ведущей республиканской, это именно хирургическое лечение и уже детальная диагностика того, что нет в первичном звене. Поэтому не все направляются в офтальмологическую больницу, а направляются только по показаниям. Спасибо большое, Надежда Егоровна, что подошли к нам сегодня в студию. Мы сегодня с заместителем главного врача по лечебной работе, кандидатом медицинских наук Литвинцевой Надеждой Егоровной говорили о работе Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, о том, как сохранить наше зрение. Я думаю, эта информация для вас была полезна. Желаю всем успехов в вашей работе, еще больше нам всем благодарных пациентов, которые смогут видеть все краски лета, осени, зимы в наших суровых условиях. На этом выпуск программы «Якутия Лайф. Мой доктор» подошел к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение Якутии. Всего вам самого доброго и, конечно же, здоровья.